Продолжает наш эфир программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом, воспалительным заболеванием печени. От вирусного заболевания в мире ежегодно умирают 900 тысяч человек. Какова ситуация с этим коварным заболеванием в нашем регионе? Мы спросим у гостя нашей студии. Это Александр Ефимов, врач-инфекционист Якутской республиканской клинической больницы. Александр Егорович, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, что существует 5 основных типов вируса гепатита: А, Б, С, Д, ну и, соответственно, Е. Какие из них все-таки самые опасные? Ну, гепатиты – это общее понятие воспалительных заболеваний печени. Они вызываются разными факторами, но чаще всего вызываются вирусными гепатитами. А самые опасные из них – это, конечно же, тип Б, С, дельта, есть редкие G, TTV. Наименее опасные – это гепатиты А и Е. Гепатиты передаются через кровь и могут передаваться фекально-оральным путем, то есть через грязные руки. Вот А и Е гепатиты, вот они передаются через грязные руки, через немытые фрукты, овощи, через сырую воду, но протекают благоприятно с полным выздоровлением. А гепатиты Б, С и дельта, они переходят в хроническую форму и приводит к таким нежелательным осложнениям, как цирроз печени, рак печени, и вызывают, конечно же, повышенную смертность среди населения. Ну вот после таких страшных слов давайте чуть подробнее расскажем нашим зрителям, как и где все-таки можно заразиться гепатитом, какие симптомы у заболевания, это очень важно, и как оно выявляется. Наиболее часто заражение гепатитом происходит, конечно же, в медицинских учреждениях, да, при проведении медицинских манипуляций, через медицинский инструментарий, через медицинскую аппаратуру. Можно заразиться в стоматологических клиниках, да, при переливании крови, если кровь подготовлена или проверена некачественно. Можно заразиться в салонах красоты, да, через маникюрные инструменты. Заражение может быть в парикмахерских, при татуировках, при пирсинге. Часто заражаются вирусными гепатитами наркоманы, которые применяют внутривенные наркотики. Лица, ведущие беспорядочную половую жизнь, и лица, занимающиеся проституцией, то есть половым путем. Симптомы заболевания, классический симптом острого вирусного гепатита – это пожелтение кожных покровов, зуд кожных покровов, пожелтение склер, потемнение мочи, недомогание, боль в области печени. Ну и выявляется гепатит с помощью анализов: общий анализ крови, биохимический анализ крови. Там в анализах существуют специальные маркеры, которые свидетельствуют о том, что человек болен гепатитом, то есть присутствует воспаление печени. Вот те группы, которые вы перечислили, люди, ведущие асоциальный некий образ жизни, есть ли еще какая-то среднестатистическая группа, у кого наиболее высокие риски заражения этим гепатитом? Может быть, возрастная, может быть, по половому признаку? Ну, по половому признаку градации нету, все одинаково заражаются. Вот как раз я сказал, наркоманы, да, вот среди них при использовании общего шприца возникает вот как раз заражение в больших случаях, да. Есть ли какие-то общие рекомендации, как предупредить это заболевание прямо вот с первых дней жизни человека, с рождения? Существует в России с 1996 года вакцинация против гепатита Б. В республике она начата с 2000 года и показывает себя вполне успешно, да? То есть в результате вакцинации число заболеваний вирусным гепатитом Б снижается, и по сегодняшнее время вакцинация проводится детям при рождении сразу в первый день после рождения, и потом ревакцинацию можно проводить через каждые 10 лет. Против гепатита С, к сожалению, вакцинации не существует, потому что вирус изменчив, так сказать, и убегает от вакцины, да. Против гепатита А
тоже есть вакцинация по ВИП-показаниям. Вакцинируются не все, вакцинируются группы риска, работники пищевых предприятий, работники торговых предприятий, работники водоснабжения. Вот, они относятся к группе риска. Ну вот, что касается вакцинации с рождения, если по каким-то причинам ребенок новорожденный не получил эту вакцину, ну, есть и антипрививочники родители, там, ну, в более сознательном взрослом возрасте, может ли взрослый человек позволить себе сделать вот прививку от гепатита? Да, абсолютно в любом возрасте человек может привиться против вирусного гепатита. Если он не привит, это обязательно по национальному календарю. То есть в любом учреждении здравоохранения можно записаться и... Да, если не привит, то вакцинация необходима, так как у нас Якутия регион с большим количеством вирусных гепатитов, и риск заражения существует всегда. Ну вот и в рамках вот этих слов хочется спросить, все-таки, если или прививка не сработала, или человек думал, что привит, или не привит, или это случай, вот как вы сказали, гепатит С, от которого вакцин не существует, как лечится тот или иной тип гепатита? Ну, единственный метод лечения, так как это вирус, это противовирусное лечение гепатита. Раньше применяли препараты интерферонного ряда, эффективность которых была не очень хорошая, низкая, можно сказать, и имелись побочные эффекты. Против вирусного гепатита сейчас созданы препараты с эффективностью 99%. Они в таблетированной форме, лечение проходит где-то в течение 12 недель, и мало побочных эффектов. Получается, что гепатит С на данный момент излечим. То есть с помощью этих препаратов мы избавляемся от вируса в организме. И если говорить по гепатиту Б, то здесь ситуация немножко сложнее. До сих пор не придумано таких эффективных препаратов для лечения гепатита Б, как при гепатите С. Но есть препарат нового поколения, инъекционный. Вот, он показывает себя достаточно хорошо при лечении гепатита Б и гепатита дельта. И есть таблетированные формы препаратов при лечении гепатита Б, но пациент должен принимать их в течение всей жизни. Они уменьшают число вируса в организме, и за счет этого прогрессирование гепатитов, цирроз, рак замедляется. Ну вот если уж 28 июля объявлен Всемирным днем борьбы с гепатитом, соответственно, ситуация и во всем мире не самая, скажем так, радужная с этим заболеванием. И очень многие государства идут навстречу, скажем так, своему населению, где проводят регулярно бесплатное тестирование в целях профилактики, лечения и заболеваемости. Как обстоит у нас ситуация в республике? Насколько доступна вообще проверка на гепатит, если человек вдруг обнаружил у себя какие-то симптомы и решил перестраховаться и сдать анализы? Ну, это вполне просто. Имея полис, документы, да, пациент вправе обратиться в любую поликлинику по месту жительства, допустим, и сдать тест на ИФА на антитела к вирусным гепатитам. Также существует более качественная, да, качественный тест на гепатиты – это ПЦР-реакция, которая выявляет сам вирус в организме. Допустим, если человек сдал ИФА, у него положительные маркеры на гепатит С или на гепатит Б, то для уточнения диагноза еще, да, он может сдать ПЦР-тест, который выявит сам вирус в крови. Но вот то лечение, которое вы сказали, можно принимать и, скажем так, благополучно излечиваться от этого заболевания. Насколько лекарства эти доступны? Выделяются ли они бесплатно или нужно все-таки приобретать за свой счет по рецептам врача? Ну, у нас на базе нашей городской больницы, то есть клинической республиканской городской больницы, с января этого года открылся гепатоцентр, который набирает пациентов с хроническими вирусными гепатитами для как раз лечения. Препараты противовирусные у нас будут, ну и есть. Уже некоторое количество пациентов уже проходит лечение, кто-то уже закончил курс лечения, ну, и вполне успешно. Поэтому
За помощью, за консультацией можете обращаться в Якутскую республиканскую клиническую больницу по адресу Стадухина, 81, корпус 5. Там находится врач, медперсонал, который проконсультирует, или можете обращаться в поликлинику и уже через поликлинику подходить в нашу больницу. Ну вот, что касается количества, скажите, сколько человек ежегодно в среднем проходит лечение от гепатита ВИРКБ? И есть ли, может быть, какие-то сезонные вспышки этого заболевания, которые в разное время года по-разному себя проявляют? Ну, таких сезонных вспышек заболевания у нас, если говорить о гепатите В и С, нет, потому что это хронические гепатиты. В год, допустим, у нас пролечивается где-то 400 человек, лица с хроническими вирусными заболеваниями. Ну, они уже, данные пациенты у нас уже поступают по несколько раз, имеют свои осложнения, поэтому лечение проходит именно контингент с циррозами, да, в основном. Ну, бывает, что поступают лица с острыми вирусными гепатитами, которые впервые, да, выявлены. Вот, мы их тоже лечим. Вот если пациенты, как вы говорите, поступают по нескольку раз, то есть ли у них какой-то шанс полностью излечиться от болезни, или это будет вот так профилактически ежегодно повторяться, нужно будет проходить лечение снова и снова? Ну, допустим, если цирроз на фоне вирусного гепатита С, то по клиническим рекомендациям, да, там есть возможность пролечиться уже в запущенной стадии заболевания, то есть при циррозе. Но тоже для этого нужно пройти обследование и выяснить за и против. Ну и чтобы не стать пациентом с таким диагнозом, ваши пожелания нашим телезрителям, основные правила поведения, чтобы не заболеть? Ну, уважаемые население Республики Саха-Якутия, желаю вам здоровья. Ну и главное, вовремя обращаться за медицинской помощью и сдавать анализы. То есть, если вы принадлежите группе риска, то лучше уж обратиться и сдать анализы для выявления, да, скрининга на вирусные гепатиты. Александр Егорович, я благодарю вас за эту беседу. Желаю вам всего самого-самого доброго. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». О ситуации с гепатитом в нашем регионе мы говорили с нашим гостем. Это Александр Ефимов, врач-инфекционист Якутской республиканской клинической больницы. На этом программа завершена. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.